И еще о молоке, вернее о том, что делается в республике для того, чтобы поднять его качество и снизить издержки. Одной из точек роста является строительство кормовых центров. Такое накануне открыли в Тюлечинском районе. Побывала там и Гузель Зайнакова. Торжественное открытие животные, конечно, не оценят, но вот забота пойдет им только на пользу. Теперь их рацион станет еще питательнее. Люцерна из многолетних трав, соевый жмых, кукурузный силос, кладезь витаминов для крупного рогатого скота. Это не только увеличит надой, но и качество молока. На сегодняшний день полностью работает наш кормовой центр. Он оборудован внутри хозяин, агрегат хозяином. И на сегодняшний день однотипное кормление, все комбикорма все сами делаем. Тут же подписали соглашение по строительству молочного комплекса. На реконструкцию выделили 7 миллионов рублей. Он будет оборудован современной техникой, что позволит улучшить качество продукта. Мы сегодня планируем строительство 3 молочных комплексов, и идет активная фаза проектирования их. Вот сегодня, к примеру, подписали ЕГНС и АПК проект на проектирование молочного комплекса, современного молочного комплекса на 500 голов. Это уникальный комплекс, такого в республике пока нет. На сессии говорили об итогах 2019 года и ставили цели на этот. В планах постройка новых молочных комплексов и увеличение уровня сбыта продукции. Про себестоимость, про экономику нельзя забывать. Сегодня с этого надо начинать любую работу. Это вот и кормовые центры, то, что мы говорим уже неоднократно, программа управления стадом, программа управления кормлением. Все это приводит к определенному своему экономическому эффекту. Тюлечинский район занимает лидирующие позиции среди сельскохозяйственных регионов, но впереди еще большой объем работ. Гузель Зайнакова, Ильдар Гулюдинов, Вести, Татарстан.